Кого не видел. Второе, значит, сегодня день очень насыщенный, плотный, поэтому народу много. У всех как бы различные задачи, которые должны сегодня порешаться. Но было объявлено, что сегодня мы во главу угла ставим, значит, выступление Владимира Николаевича Королева, который издал книгу. Он сегодня презентует эту книгу и, пожалуйста, внимательно отнеситесь к этому делу. У кого появится желание, потому что это эксклюзив, то есть такие вещи надо не пропускать мимо. Вы их покупаете, тут же сразу будете получить автограф автора, значит, только, как говорится, во благо вас и общества. Поэтому начинаем с этого момента. Второй вопрос, который разбираем, это начало туриады. МКК уже работает, значит, заявки подаются, принимаются. Третий вопрос, который мы сегодня постараемся проговорить, это текущие дела, связанные с проведением туриады, которая будет проходить у нас на Алтае. И сегодня я предлагаю дать старт для велоэкспедиции, приуроченной к 70-летию, которая пойдет по местам боевой славы в Беларуси. То, чтобы уже было понятно, что уже можем подавать списки, уже примерно начинать готовиться и начинать работать. По программе вопросы есть или дополнения? Если нету, тогда прошу набраться терпения, подготовить свои вопросы, если будут, значит, и Владимир Николаевич слово. Информация про нашу встречу дали шиворот на выворот. Получается, что сегодня телега едет впереди лошади. Поэтому буду очень краток. Как можно говорить о книге, знакомиться, даже рассказывать о создании, если никто ее не видел такой. Поэтому у меня такое предложение. Значит, я просто сегодня покажу, вот, раздам, значит, сколько достанется аннотация сокращенная. И вы можете покупать. У кого есть возможность сегодня, можно сегодня. Книга стоит 600 рублей. Еще раз. Если... Сколько еще раз? 600 рублей. 600. Если, значит, проблема, я знаю, что не такие все богатые, конечно. Вот. Мы раньше Печоры практиковали так, значит. Вот. Находим такую ценную, важную книгу, я уже заранее хвалю. Вот. И покупаем на троих, как эту книгу. Потом уже скидываемся по-другому, значит, вот, и дальше покупаем. Вот как выглядит эта книга с нашего центра Биармия «Конь Зарниань». 91 год, когда мы ходили на Печорское море. Отсюда от Сыктывкара прошли на Печору, вот по старым отзовкам, хотя вышли Печорское море, пробировали, вернулись обратно в Сыктывкар. Сейчас этот коч стоит у меня в Устье-Мью на даче, там у меня школа-музей Биармии. Приглашаю, у кого будет возможность, в летний период там побывать, посмотреть, если доживет до лета. 91 года стоит коч. Вот. Здесь наклейки. И немножко данная информация, как мы реставрировали несколько лет назад. В общем, эта книга, это в какой-то мере своеобразный мой отчет за 65 лет. Вот. Поэтому материалы написаны по хронологии. Вот, и начинается первый материал «Мое окно в Европу». Это 75-й год, мне удалось с моей супругой побывать в Западной Европе в связи с 30-летием победы в Великой Отечественной войне. Так что можете сравнить, значит, тогда в 75-м году я был, когда было 30 лет победы, вот, а сегодня 70 лет будет в Великой Отечественной войне, как говорится. Вот такие материалы. Они, многие не были опубликованы нигде, первый раз здесь. Вот, я думаю, что тут вы найдете много интересного. Ну, надо посмотреть, конечно. Поэтому тут в двух словах это подробно ничего не скажешь. В общем, тут подняты проблемы краеведения, экологии. Вот. Очень много материалов о полярниках, путешественниках, наших выдающихся земляках и так далее. И в первую очередь, конечно, книга адресована для молодежи, молодым путешественникам, экологам, краеведам и так далее. Ну, хоть вот на этом этапе я жду ваши вопросы, попыхаться, как это по-быстрому сейчас сказал. Вот. Если кто может приобрести сегодня, пожалуйста. Если дальше, значит, можно звонить нам. Вот Биармии и покупать у нас в офисе. То есть, если можно понять, как бы, Владимир Николаевич, вы
пароход получил капитаном, да? Значит, вот все ваши путешествия, которые вы совершили вот с того периода, начиная и тот самодельный коч, который вы построили, и встретились с Турцией Рудалом, вот, скажем, вот это тот материал. Или вы еще добавили тот материал, который касается вот тех друзей, с которыми вы прожили эти 40 лет? Ну, конечно. Это чисто вот ваша автобиографическая часть? Или Нет, там... нет. О себе даже может быть меньше материала. Больше как бы таких необычных ситуациях, материалах и так далее. Вот мне удалось побывать, участвовать в спасательных операциях в Чукотском море. Это 1983 год. Первый раз об этом было написано в этой книге. Вот. Мне удалось побывать во многих местах в Арктике. А самая интересная экспедиция, в которой я участвовал, это экспедиция на Коче Помор, на первом Коче. Это у нас уже третий Коч в России, вернее второй Коч, который мы здесь. Надо как-то наводить меня, сложно как-то выборочно брать о чем. Конечно, тут есть очень много интересного из моих гипотез в какой-то мере, можно сказать. Кое-какие мои открытия здесь этой же книги, которые не были опробированы, не были утверждены, не были доведены до финального конца. Это, возможно, какие-то материалы и сегодня могут быть полезны кому-то. По крайней мере, изобретение вот гидрографического теплохода, который здесь описан тоже. Вот. Ведь из этой книги уже заинтересовались, не знаю, можно ли об этом сказать, военные в какой-то мере. Почему до сих пор никто не изобрел теплоход, который взял антенну, сунул в воду и видит то, что внутри воды, как говорится. То, что видим мы в небе с этой антенной. Ну, как эхолот. Да, не как эхолот, а как радиолокатор, который вернее, общипает, как говорится, вокруг судна. А тут наоборот, в воде. Я смотрю, там Герасимов, по-моему, есть упоминание о нем, да? Значит, вот принцип отбора этих людей, которые попали в вашу книгу, вот в чем заключался? Потому что вы же не только, как говорится, но я вижу, что есть как бы вот корни ваши родители, да? Там немножко... Если говорить о путешественниках, значит, вы сами знаете, что в 2008 году мы, значит, продолжили работу клуба путешествия «Республика», который 17 лет не работал. Тот клуб, это тоже ваш покорный слуга организовывал, значит, здесь же, в Сыктывкаре, в 89 году. Потом 17 лет мы не работали по разным причинам. В 2008 продолжили, вот как раз здесь, на базе вот университета, вот эти работы продолжились. Но я на год выходил из строя, как бы, вот, немножко у нас как бы остановилась эта работа. Вот. Тут, кстати, об этом тоже написано. Как мы начали эту работу клуба путешествия, тут и есть фотографии наших друзей и так далее. Но вопрос-то, как произошел отбор людей, которых вы написали? Вот они чем-то прославились? Вот, отбор людей с кем, значит, теплохода, у меня отпуска были в основном зимний период. И я стал таким одиночным арктическим исследователем. У меня около 30 экспедиций в одиночку в зимний период в Арктике. Естественно, в этих экспедициях ты с кем-то встречаешься, с кем-то дружишь, вот, эта дружба сохраняется надолго. И, естественно, вот в этой книге тоже описано вот, как бы это продолжительное сотрудничество, дружба и так далее. И не только среди путешественников, а вообще среди коренных жителей Арктики и так далее. А так вот, тут очень много материала о наших земляках, например, о которых очень мало известно. Вот я нашел, например, в свое время из деревни Межадов, знаете все, да? Полярника, о котором тут ничего не известно. У него 23 года арктического стажа. Он был полярником, значит, на 3 высших станциях Северный полюс и 3 раза зимовал в Антарктиде. Вот. Например, у него материал который самый. Или случайно узнал, что из Уссыльмы один из братьев Жигаловых тоже закончил арктический институт и начал, значит, стал участвовать, значит, в полярных экспедициях. Его именем названы подледные горы в Антарктиде, например. Вот. Он сегодня его уже нет в живых. Вот, естественно, это тоже меня поразило. Написал я о нем то же самое. То есть очень много тут материалов о таких людях, которых мало известно. Или даже о таких людях, о которых вообще ничего не было известно.
традиция у наших северных народов, в первую очередь финно-угорских народов. Вот. Это судно, это значит лодка с яйцеобразным корпусом, поставлена на лыжи. Вот это коч. Почему так? Значит, чтобы вот это судно можно тащить было с одной речки в другую по старым волокам, значит, вот, чтобы можно это судно тащить зимой, как сади по реке. Вот, транспортными путями в древности были только реки, что зимой, что летом. Вот что такое коч.